Гажаса помітачком. Рахімітегес. Барігалуст. Ласкаво просимо. Hoş gelmişsiniz. Пагалин и Жюне. Хуш омадит. Хуш келіпсис. Хуш кілегге. Добро пожаловать. Добро пожаловать. В Удмуртію. Дуннен лыдьянтем калыкьёс, но шканя калыкьёс, сомындайк щамьёс. Думаю, все согласятся со словами классика удмуртской литературы Аллы Кузнецовой. Чтобы ваше пребывание в Удмуртии было комфортным, рекомендуем познакомиться с нормами поведения в нашей республике. У нас не принято громко разговаривать, смеяться и привлекать к себе внимание в общественных местах, а также громко слушать музыку в автомобилях. Также в Удмуртии действует закон о тишине. Согласно ему, нельзя шуметь, громко слушать музыку, делать ремонт и нарушать покой граждан другими способами с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. При нарушении закона возможны конфликты с соседями, а нарушителей может задержать полиция. В транспорте принято уступать место пожилым людям и беременным женщинам. Нельзя распивать алкоголь, пиво в общественных местах, на улицах, во дворах, парках, остановках и общественном транспорте. Курение в общественных местах, зонах отдыха также запрещено законодательством. При общении друг с другом у большинства местных жителей принято смотреть в глаза. Это является не агрессией, а правилом хорошего тона. Россия – страна равноправия между мужчинами и женщинами. Красиво одетая женщина не выказывает готовность к знакомству. Когда женщина улыбается и беседует с мужчиной, принимает от него угощение, это не означает, что она готова на более близкие знакомства. Нужно быть вежливым и дружелюбным и уметь принимать отказ. Агрессивное поведение – не самый лучший вариант решения конфликта. Если вы чувствуете агрессию в свою сторону, обратитесь в полицию. Знайте, что вы всегда получите поддержку и помощь национально-культурных объединений.